Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Микрофон полетел в клетку с подсудимыми. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной было прервано массовыми беспорядками. Трудолюбие, умноженное на ответственность. 1 января исполнилось 80 лет вице-президенту Академии наук Январби Экба. Отчетная пресс-конференция благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба состоялась в Сухуми. Начнем с нового графика отключений. В связи с тем, что объем электроэнергии, поставляемый по перетоку из Российской Федерации в феврале, составляет 190 миллионов киловатт-часов, что меньше объема электроэнергии в январе, составивший 250 миллионов киловатт-часов, при сохранившемся уровне потребления свыше 11 миллионов киловатт-часов в сутки, РУП «Черноморэнерго» вынуждена ввести новый график ограничений на поставку электроэнергии абонентам. При этом в центральном и западных районах страны света не будет по 5 часов в сутки, в Восточной Абхазии 7 часов. Также новый график вводится на высоковольтных линиях, питающихся Сангургэс. Это обусловлено критически низким уровнем воды в Джуарском водохранилище в 410 метров и низким объемом притока воды порядка 25 кубических метра. Ограничения коснутся всех категорий потребителей, так как отключению подлежат не отдельные подстанции, а высоковольтные линии, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Медучреждения страны обеспечены бесперебойным энергообеспечением на время веерных отключений, сообщает пресс-служба Минздрава. В связи с введенным графиком отключения электроэнергии министр здравоохранения Эдуард Будба связался с главными врачами всех районных и городских больниц. Главы медицинских учреждений доложили о готовности к отключениям, подчеркнув, что все центральные районные и городские клиники обеспечены бесперебойными дизельными генераторами. Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время веерных отключений. Министр Эдуард Будба поручил держать ситуацию на контроле и докладывать о работе госпиталей в ежедневном режиме. Продолжаем выпуск. Официальная хроника. Спикер Народного собрания парламента Лаша Шуба накануне встретился с депутатами 6-го созыва парламента, представителями экспертного фонда АМТА Натали Смыр и Алхасом Джинджоли. Во встрече приняли участие заместитель спикера Астамур Аршба, заместитель председателя комитета по государственной правовой политике Алхас Хагба и член данного комитета Инар Гицба. На встрече обсуждался ряд инициатив, способствующих интенсификации взаимоотношений Республики Абхазия с республиками Северного Кавказа. Участники встречи рассмотрели возможные пути, которые будут способствовать решению стоящих задач и реализации озвученных предложений. Делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Узган находится с рабочей поездкой в Республике Татарстан. В ходе рабочей командировки члены делегации провели встречи в Министерстве экономики Татарстана и посетили Агентство инвестиционного развития, ознакомились с инвестиционными проектами республики. 31 января состоялась встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Он отметил, что подобные встречи – это шанс усилить контакты и активизировать совместную работу. Хотел бы выразить признательность, что такая представительная делегация посещает нашу республику. И это некий шанс усилить наши контакты, активизировать нашу работу. Но хотел бы отметить, что Российская Федерация, она признала Республику Абхазию суверенным независимым государством. Действует договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Ведется работа по укреплению правовой базы, заключается соглашение в области экономики, гуманитарной сферы. Ну и действует Российская Абхазская межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. С российской стороны возглавляет Мураш Филипп Хуснуля. Реализуется проект инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Развивается политическое, военно-технические и, конечно, в вопросах обороны.
Осуществляется взаимодействие торгово-экономических и инвестиционных сфер, является гуманитарной и культурной сферой. Но и мы видим, что есть определенные желания развития пищевой, винодельческой промышленности, сельского хозяйства, строительных материалов, ну и, конечно же, гидроэнергетика. Но самая, наверное, точка роста – это туризм и санаторно-курортная сфера. Она была, она есть, ее надо поднять на тот уровень, который позволит заявить о себе очень конкурентно. Ну и, конечно же, в рамках наших отношений России и Абхазии здесь важная составная часть регионального сотрудничества. Республика Татарстан – один из таких ведущих субъектов Российской Федерации. И самое главное, у нас хорошая история. В 1994 году был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Подписывали наш президент Шаймиев и президент Абхазии Арзамбаев. Связь обмен делегацией. Значит, мы посещали, руководство Абхазии посещал. Конечно, нам очень важно активизировать наши контакты. Даже между нашим муниципалитетом Нурлатский и Удовудский район, они подписали соглашение между муниципалитетами. Эта форма тоже очень важна. В свою очередь, вице-премьер-министр экономики Республики Абхазия Кристина Узган отметила, что находится под впечатлением от Татарстана и поблагодарила за возможность изучения опыта республики. Татарстан был очень впечатлен увиденным и посчитал необходимым и важным использовать в Абхазии ваши методы, инструменты управления, административного регулирования и применения инноваций. Поэтому мы сегодня здесь, и в состав абхазской делегации достаточно такой расширенный, представительный, входят члены правительства, депутаты парламента и руководители местных органов управления. Чтобы, наверное, не занимать много времени, я сейчас, наверное, не буду каждого отдельно выделять. В принципе, состав абхазской делегации у вас есть, поэтому я думаю, что коллеги уже в процессе обсуждения, если нужно будет, думаю, сами тоже представятся. Конечно, для нас, в первую очередь, хочу сказать, что подготовлена очень насыщенная программа. И практически вчера, прямо с самолетом, мы уже были у коллег Министерства экономики, Михаил Равкатович достаточно интересно нам презентовал те возможности, которые есть у Татарстана по поддержке инвестиционной деятельности. Программа рабочей поездки делегации Республики Абхазия в Татарстан также предполагает посещение предприятия КАМАЗ, изучение деятельности компании «Алабуга», знакомство с городом Иннополис, посещением Технополиса, Химград и многое другое. Она продлится до 3 февраля. Министерство юстиции опубликовало демографическую статистику за последние 5 лет. По данным ведомства, с 2018 года рождаемость в республике идет на убыль. Если в 2018 году в Абхазии родилось 1614 детей, то в 2022 году их значительно меньше, всего лишь 1142. Причем показатель снижался с 2020 года. При этом смертность в Абхазии практически остается на прежнем уровне. Самый большой показатель убыли населения за последние 5 лет наблюдался в ковидном 2021 году. Тогда умерло 2228 человек. За 5 лет стало меньше браков. Если в пиковом 2018 году было зарегистрировано 917 новых семей, то в 2022 году их было меньше всего за 5 лет – 598. При этом меньше стало и разводов.
Микрофон полетел в клетку с подсудимыми. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной было прервано массовыми беспорядками. Свидетель Автандил Чолария снова изменил показания, сказал, что затонированный Марк-2 у него забирал Аслан Блаба и Дату Ахалая. Хотя на прошлом заседании говорил, что Дату забирал машину один. Подсудимого Беслана Бганба удалили из зала суда, запретив участвовать в заседаниях до прений сторон. Выходя, он выкрикивал оскорбления в адрес прокурора Руслана Тыркба и свидетеля Автандила Чолария. Свидетель бросил звукозаписывающий микрофон в камеру с подсудимыми. Из зала в ту же сторону полетели тканевые жалюзи. Сотрудники СГБ пытались восстановить порядок, но судьи все же были вынуждены удалиться. Спустя полчаса заседание продолжилось. Подробности в репортаже Надежды Боровиковой. Предыдущее заседание было отложено на допросе свидетеля Автандила Чолария. Сторона защиты ходатайствовала о повторном прослушивании записей телефонных разговоров, но для этого нужно было подготовить технику и вызвать переводчика с абхазского языка. С этого и началось очередное судебное заседание. Автандил Чолария снова был приглашен в суд. На записях, прослушанных судом, несколько телефонных разговоров между подсудимым Асланом Блабба и свидетелем Чолария. Да, здорово. Здорово, это Аслан Блабба. Да, нужно... Ты на работе? Да. Две передние, все было планировалось. Что за машина, я забыл спросить, там девочка. По-моему, это... Или аккорд, или GS, короче, какая разница, в принципе? Да, в принципе, разницы нету. Когда можно? Давай, отгоняйте, свободен. Да? Сколько это стоит? Пленку надо взять будет. Пленка здесь есть у меня. Я есть, но в смысле, твоя пленка сколько будет? С моей 2500, 2 сделаю. С твоей, косар сделаю. То же самое. Все, давайте, два там, короче, сейчас я скажу, что приедем. Все, прямо пусть тогда и... Давай. Полностью репортаж из зала суда смотрите после выпуска новостей. 426 административных правонарушений выявлены сотрудниками милиции в результате рейдовых профилактических мероприятий «Безопасный город» и «Безопасный район» 31 января. Тему продолжит репортаж пресс-службы МВД Абхазии. 426 административных правонарушений выявлено сотрудниками милиции в результате рейдовых профилактических мероприятий «Безопасный город» и «Безопасный район» 31 января. Данные мероприятия руководство МВД проводит с целью выявления правонарушений на дорогах страны. Комплекс данных мер осуществляется с применением ротации кадров. Сотрудников восточных районов органов внутренних дел направляют в западные районы. Гагарских и гудаутских милиционеров командируют в Ачимчиру, Ткуарчал-Гал. Контроль за ходом рейда и работой правоохранителей осуществляет заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа. По поручению министра Вальтера Бутба особое внимание сотрудники уделяют пристегиванию водителями ремней безопасности. В соответствии с приказом министра внутренних дел в городах и районах Республики Абхазия проводятся профилактические мероприятия, направленные на пресечение административных правонарушений. В своей работе сотрудники госавтоинспекции предупреждают водителей о необходимости использования ремней безопасности, так как это позволяет сохранить жизни в случае дорожно-транспортных происшествий. Управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии влечет за собой штраф 12 тысяч рублей. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования согласно Кодексу административных правонарушений влечет за собой 15 суток административного ареста. Таким водителям сотрудники милиции уделяют повышенное внимание ввиду социальной опасности данных правонарушений. Однако, как показывает статистика, граждане продолжают пренебрегать предупреждениями правоохранителей. В ходе рейдовых мероприятий ежедневно сотрудники выявляют случаи вождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В ходе проведения профилактических мероприятий в городах и районах Республики Абхазия сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 426 административных правонарушений. Из них 57 административных правонарушений за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и 47 административных правонарушений за использование тонированной пленки. Министерство внутренних дел обеспокоено сложившейся ситуацией на дорогах Республики Абхазия. Госавтоинспекция будет уделять особое внимание водителям, управляющим транспортным средством в нетрезвом состоянии, так как это недопустимо. Сейчас мы ограничиваемся предупреждением водителям, управляющим транспортным средством без использования ремней безопасности. Но далее такие водители будут привлекаться к административной ответственности.
Параллельно с патрульным и стационарным контролем сотрудники осуществляют постоянный мониторинг камер, установленных на республиканской трассе. Кроме того, правоохранители уделяют внимание социальным сетям и мобильным платформам, где нередко появляются видео, на которых молодые люди грубо нарушают ПДД, создавая угрозу своей жизни и жизни других участников дорожного движения. Так, сотрудниками милиции установлен водитель автомашины БМВ, грубо нарушающий ПДД во время движения по республиканской трассе. После установления личности автовладельца на него был составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 117 частью 2 КоАП Республики. Транспортное средство поставлено на штрафстоянку. Личность водителя второго автомобиля Lexus, фигурирующего в видеоролике, в настоящее время устанавливается с целью привлечения его к ответственности. Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме. МВД напоминает, что сотрудники милиции не гонятся за цифрами и повышением статистики. Основной целью проводимых рейдовых профилактических мероприятий является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, минимизация нарушений ПДД и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Отчетная пресс-конференция благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкулба состоялась 1 февраля в Сухуми. Первый проект – это методика для детей от 3 до 6-7 лет. Апшебзи избой цара. Эта методика была опробирована уже в частных детских учреждениях образовательных по всей территории Абхазии от Псов до Ингур. Методика показала хорошие результаты. Среди других проектов это озвучка фильмов на абхазский язык. Сейчас у нас есть соглашение с компанией «Система», и в тестовом режиме в течение месяца будут озвучены фильмы. Следующий проект, важнейший, это обучение искусственного интеллекта абхазскому языку. Мы сегодня продемонстрировали, как это может работать. На данном этапе у нас есть корпус двух языков абхазского и русского, 100 тысяч предложений. И пока искусственный интеллект освоил только эту часть, и перед нами огромная задача, но выполнимая. Это 1 миллион абхазских предложений перевести на русский язык и обучить уже готовому этому материалу искусственный интеллект, что позволит в дальнейшем получить высокое качество перевода с абхазского на русский, с русского на абхазский. И второй же этап по поводу искусственного интеллекта – это проект Common Voice, когда этот 1 миллион предложений будет озвучен. И таким образом мы получим возможность онлайн переводить и адаптировать уже полученные результаты для всех современных технологий и всех цифровых технологий. Мы можем взять любой сайт, быстро его сверстать на абхазском языке. Мы можем обучить Яндекс-станцию Алиса, например, абхазскому языку, ну и так далее. Так, следующий проект – это мы договорились с школой иностранных языков Capital School Center, которая создана в России, это наш соотечественник, основатель этой школы Ролан Агарба, и мы работаем над созданием приложения, что-то наподобие Duolingo. Это небольшие видеоуроки, то есть уроки, которые дети могут проходить в смартфонах, планшетах и так далее. За 10 минут ты проходишь определенное количество заданий и, не замечая этого, изучаешь язык. Это очень распространенные форматы в изучении языка. И наша методика, которая для детей, она будет адаптирована под такое приложение, и уже желающие смогут изучать абхазский язык с помощью просто своих мобильных устройств. Видеоверсию отчетной пресс-конференции благотворительного фонда смотрите в нашем эфире 2 февраля. Профессор Лондонского университета Джордж Хьюитт отдал в дар Национальной библиотеке Абхазии двухтомник президента Королевского географического общества Англии Уильяма Аллена «Исследование Кавказа». Подробности в репортаже Леоноры Гилаян.
Уильям Аллен – первый ученый, который покорил вершины Эльбрус и Ушпа. По словам Бориса Чолария, это огромный подвиг для того времени. Ученому удалось не только дойти до вершин, но и сделать обширное географическое описание и даже изучить местное население. Во втором томе исследований содержится глава под названием «Одиночество Абхазии». В ней рассказывается о покинувшем родину абхазском населении во время махаджирства. Он тоже был человек неординарный, помимо того, что он умел записывать, с точки зрения описания физической части горных Кавказа, да, но он еще побывал сам, воочию увидел, прочувствовал. Его всегда сопровождали местные жители, дагестанцы, осетины и так далее, и так далее. И вот он, когда в 25 главе описывает западная часть Кавказа, ну, а теперь мой путь лежит в опустошенную Абхазию, он пишет. Ну и, конечно, обозначено название хребтов, и по Абхазии больше ничего. Но само ключевое слово «опустошенная Абхазия» это говорит о том, что еще народ, который ушел в махаджирство, в самом деле это. Но, видимо, человек был осведомлен, не зря в английском слове применил вот опустошенное. Сам Джордж Хьюитт в сопроводительном письме рассказал, что из статьи британского ученого, историка Южного Кавказа Уильяма Аллена, он узнал, что от имени Королевского географического общества во время его посещения Сванетии двухтомник был передан в дар Мистийскому музею. Во время моего второго визита в Местию я попросил тогдашнего директора музея Циалу Чертальяни разрешения увидеть эти книги и подержать их в руках. И я для себя решил, что когда-нибудь найду деньги для того, чтобы приобрести свои собственные копии этой заслуженной знаменитой работы. У меня ушло несколько лет для того, чтобы отследить, где продается копия, которая была мне не по карману. Приобрел я книги в онлайн-магазине в Дербишире, который специализируется на публикациях альпинизма. Это было полным восторгом, когда, наконец, я оплатил и пришла посылка. Несмотря на то, что состояние книг ухудшилось, страницы были подвержены окислению, они представляют особую ценность, как редкие издания, подчеркнул директор библиотеки. Национальная библиотека выражает большую благодарность Джорджу Хьюиту. Мы безмерно, как коллектив, говорю, безмерно, но удивлены, рады, поражены такому решению. Конечно, благодарны ему за все это, чтобы оно здесь, именно здесь, в книгохранилище хранилось. Мне кажется, человек далеко смотрит, но сама книга, конечно, понимаете, сколько лет прошло? Почти 1,5 века. Сейчас хочу продемонстрировать. Вы посмотрите, какие вот дырочки шашель съедала, он его обработал, чтобы к нам никакой аллергии не было, не вызвало, чистенький он нам принес. Мы, конечно, через обеспыливатель тоже пропустим, в свою очередь, чтобы сохранить. По словам Бориса Чолария, книги будут храниться либо в отделе редких ценных изделий, либо в его кабинете в антикварном книжном шкафу. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. 1 февраля народному артисту Республики Абхазия, художественному руководителю, главному дирижеру и директору Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии Василию Царгуш исполнилось бы 85 лет. Всю свою жизнь кавалер ордена Ахдзяпша второй степени посвятил культуре и искусству. В архиве телеканала Абаза ТВ сохранилось интервью и выступление Василия Царгуш. Слово Анастасии Никоновой. Салам газеты. Санохче зачендара сасахи сабиш ансамблера рабхи шукула и жизнь ксера индрагна рад кошон Иван Сергей Барсуман. Всю свою жизнь народный артист Республики Абхазия, кавалер ордена Ахдзяпша второй степени Василий Царгуш посвятил искусству и государственному ансамблю народной песни и танца Абхазии, который возглавлял более 50 лет. Сарреда дачускса салам газис
Аррексерм гито бипазачку бара абдаком вандаком агимер ханс ансамбль ташрака чепше русский школас ансамбль ялорзик сиса азробиси я школа налогология аганы изакатына нас программа ялостот макяна спас харе срикогио шусагатым сяшан шайлат залаз накоп хоргияз накоп акошат шарабзеробус азгапчов сагоқрата зиге орегбрехен шейбрехот асырдгон сизра зома бижинах рахшотагис инуцхас регбрехен хидиксенгебрт. Василий Царгуш был назначен художественным руководителем и главным дирижером государственного ансамбля песни и танца в 1968 году. Под его руководством госансамбль впервые выехал на гастроли за рубеж – в Польшу, Западный Берлин, Сирию, Грецию, Эфиопию, Аргентину, Турцию и другие страны. Особой болью в сердце народного артиста отозвалась Отечественная война народа Абхазии, которая также выразилась в творчестве. Василий Царгуш проявил себя в роли композитора. Народный артист написал хоровые кантаты о 3 героях «Память о погибших» и «Мать Абхазия», за что в 2001 году стал лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулия. Творческий путь, который я прошел, безусловно, это с опытом, это очень много интересного приходит и так далее. Я больше умею, больше, как говорится, что-то сочиняю и так далее. Больше возможности есть в смысле, в творческом таком плане. Лет 50, что в Сухуми живу. Все время мне очень нравится, как приходить тут сюда на берегу, постоять, кофе выпить с друзьями, пообщаться. Здесь все новости, здесь услышишь. Это, в общем-то, интересно, мне нравится очень. Народному артисту Республики Абхазия, художественному руководителю, главному дирижеру и директору Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии 1 февраля 2023 года исполнилось бы 85 лет. Жизнь Василия Царгуш трагически оборвалась 28 января 2021. Ему было 83 года. Анастасия Никонова, Абазатова. Напомним, на днях коллегия Министерства культуры Абхазии единогласно приняла решение присвоить государственному учреждению Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Михайловича Царгуш. Кроме того, было принято решение обратиться в администрацию города Сухум и Сухумское городское собрание с ходатайством об установлении памятной таблички на доме, в котором проживал Василий Царгуш. Трудолюбие, умноженное на ответственность. В январе исполнилось 80 лет вице-президенту Академии наук, директору Фонда развития науки Январби Эгба. 1 февраля члены Академии наук собрались, чтобы поздравить юбиляра. Прозвучало много теплых слов, а сам Январби Эгба рассказал о своем жизненном и карьерном пути и раскрыл формулу успеха. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Академик, вице-президент Академии наук, директор Фонда развития науки Абхазии Январби Эгба. По его собственным словам, добился в жизни всего, чего хотел. У него большая счастливая семья. Январби Алиевич уже прадедушка, блестящая научная и преподавательская карьера. На его счету несколько изданных монографий и множество ученых, которых он обучил и выпустил в мир естественных наук. Не спросить у академика, в чем секрет жизненного успеха, мы не смогли. И узнали, что он совершенно прост. Трудолюбие, умноженное на ответственность. Трудолюбие и ответственность. Любой талант, любой человек, если у него эти две черты есть, трудолюбие – это что? Он занимается любимым делом. И ответственный, то есть не врет, не обманывает, и себя в том числе. Он занимается тем, чем он хочет. Но, с другой стороны, у Январби Эгба не было шанса не стать ученым, так как родился он в семье, где абсолютно все занимались наукой. Мой дядя был первым кандидатом наук среди абазин и первым доктором наук среди абазин. Он в Москве находился, и был, я уже находясь в школе, уже знал, что пойду по стопам своего дяди, то есть буду ученым.
Начинал Январби Алиевич свой научный преподавательский путь в Нальчике, работал в Ставропольском университете, а в Абхазии взялся за возрождение научного мира в самые непростые годы. Затем наступили вот эти знаменитые времена развала СССР и последующие вот эти эксперименты ельцинские, его команды. В 1998 году вообще дефолт был, когда все, кто имел какие-то капиталы, они разорились. Ну и наука и образование, оно стало в России никому не нужно, все ударились в коммерцию. Ну, в этот период я встретился на конгрессе вот абхазо-абазинского народа, который мы проводили в Черкесске, с Олегом Алексеевичем Говорами, с другими интеллигентами. Олег Алексеевич тогда сказал, говорит, мы, говорит, больших денег тебе не дадим, но почет и уважение за твой труд мы тебе обеспечим. И я действительно приехал, думаю, 2-3 года в 1999 году. Но и оказалось, что мой труд оказался востребованным. Фамилия Эгба громко звучала в научных кругах Советского Союза. Слава дяди Январби Алиевича шла далеко впереди, но была не просто проводником в мире науки, а путеводной звездой. Нужно было соответствовать. Но ему везло и с людьми, которые работали вместе с ним и под его началом. Без Олега Говорами, Романа Адбара и многих других, кто встал рядом в деле возрождения утраченных институтов, вряд ли бы он сам достиг успеха. Параллельно с университетом, с преподаванием в университете выбрал работу вот в гидрофизическом институте. Ну, взял там какой-то отдел. Вот. Сперва пару лет работал один, там создавал, хорошо там метеорологическое направление осталось. И я, значит, начал развивать это направление, подбирать к себе работников. Как говорит Роман Бар, директор Института экологии, Январби Эгба вывел абхазскую науку на качественно новый уровень. Во многом благодаря его связям с научными кругами Юга России и Северного Кавказа у абхазских ученых появилась возможность защищаться и получать научные степени за пределами Абхазии. Его заточенность на подготовке молодых ученых проявляется не только в том, что он здесь уделяет этому огромное внимание. Это проявляется и в том, что и молодые ученые получают возможность защищаться, значит, в институтах на юге России благодаря именно этим связям и той поддержке, которую он имеет на Северном Кавказе. Несмотря на солидный возраст, Январби Эгба не прекращает ставить перед собой новые задачи. Сегодня его цель – сделать так, чтобы Абхазия могла выпускать собственных докторов наук. Это, по его словам, укрепит абхазскую науку и будет препятствовать утечке мозгов. Есть желающие, талантливые там и так далее. Короче говоря, ближайшие 2, максимум 3 года я планирую, вот, что у нас 2 докторские и 4 кандидатские, это моих учеников, будут успешно защищены здесь, в Абхазии, потому что другого выбора нету. Если мы посылаем аспирантов в Россию, мало кто возвращается, а тем более доктора наук готовые к нам не приедут, потому что в России они чувствуют себя гораздо более обеспеченными материально. Как говорит Роман Бар, заслуги Январби Эгба очень просто измерить. Они имеют даже денежный эквивалент. В свое время, когда Советский Союз стал распадаться, из Союза стали уезжать дипломированные специалисты, кандидаты наук, доктора. И кто-то сел и посчитал, что теряет страна, когда из страны уезжает дипломированный специалист. Оказалось, что, значит, потеря одного кандидата приравнивается к 1,5 миллиона евро, а доктора к 2 миллионам.
Дисциплинированность и требовательность отмечают коллеги в Январбе Эгба. Как рассказывает академик Сергей Бебия, поблажек коллега не делал никому и в первую очередь себе. Самое большое богатство у тебя – молодежь, которая здесь, которую ты воспитал, которую ты требуешь от всех нас. Когда мы уставы писали, там, он требовал от того, чтобы, если мы избираем там, член-корреспондента, доктора наук, у него обязательно должны быть уже, так сказать, кандидаты наук, как его, аспиранты обязательно должны быть. Вот такие вот требования. Из себя, прежде всего, это делаешь. Огромное спасибо. Я хочу лично от себя. Подарки будут потом. Трудолюбие, ответственность, дисциплину и интерес к науке старается привить Январбе Эгба своим студентам с первого курса. Заражает любовью к физике и наставляет молодых ученых на дальнейшую работу, теоретическую и практическую. А еще поражает жизнелюбием, оптимизмом и устремленностью в будущее, совершенно не характерной 80 уже с хвостиком лет. Марианна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Ректорат Абхазского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенты филологического факультета поздравляют кандидата педагогических наук, доцента кафедры русского языка Азу Ладария с юбилеем. В поздравлении, в частности, отмечается: более 30 лет вы работаете в Абхазском государственном университете, передавая свои знания и опыт подрастающему поколению. Ваш энтузиазм, добросовестное отношение к работе, принципиальность вызывают глубокое уважение коллег и студентов. Значительный ваш вклад в разработку методики преподавания русского языка в абхазской школе, в воспитание молодых научных кадров. Аза Ладария является членом диссертационного совета при АГУ, секретарем ученого совета филологического факультета. Автор около 40 научных публикаций. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации Абхазского государственного университета. Благотворительная организация «Киарас» вручила министру здравоохранения Эдуарду Будбо благодарственное письмо, сообщает пресс-служба Минздрава. Исполнительный директор «Киарас» Кадыр Аргун выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Министр Эдуард Будбо поблагодарил за оценку деятельности Минздрава, заверив, что ведомство и впредь будет в приоритет ставить оказание помощи социально незащищенным семьям при активном взаимодействии с благотворительными организациями. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 2 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь разной интенсивности, местами возможен дождь с мокрым снегом. В горах снег. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 0 плюс 5, днем плюс 3,8. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.